Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК «Саха». И этот утренний эфир проведем для вас мы, Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Начинайте новую неделю вместе с нами. На календаре 26 апреля. Сегодня мы подготовили для вас, впрочем, как и всегда, интересные, а главное полезные утренние новости. Узнаем, как защититься от мошенников и где в Якутске обучают киберволонтеров. Подготовимся к открытию дачного сезона из нашей постоянной рубрики. Также узнаем, побываем на примере спектакля «Женитьба Фигаро» на подмостках Мирнинского театра и узнаем, какое любимое блюдо у медвежат в Геленджикском зоопарке. Также год Германии в России укрепляет отношения двух стран. О том, какие фильмы представит в этом году фестиваль «Синемобиль» и о развитии детского кино в Германии мы поговорим с директором международного фестиваля здесь у нас в студии. Также расскажем вам о сотрудничестве Якутии и Казахстана, о новой интересной театральной премьере театра оперы и балета. Также хотим напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и для ваших пожеланий, поздравлений, вопросов работает наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. И также напоминаем, что даже не напоминаем, а объявляем, что в этой неделе, в течение этой недели мы будем разыгрывать для вас призы от магазина Профи Маркет, крупнейшего магазина профессиональных инструментов для строительства и дачников. Вот у нас уже стоит приз сегодняшнего дня, поэтому будьте внимательны. И самый внимательный телезритель, а также активный участник и подписчик сегодня получит этот отличный приз. Участвуйте и, конечно же, выигрывайте призы. Ну а начнем наш выпуск мы традиционно с прогноза погоды. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -1 +1 градус. В Заречной группе -6 +1, в южных 1 градус тепла. В Вилюйской группе 3,5 градусов, в Нижнеленских до 0. В западных 2-3 градуса тепла, в Колымо-Дикирской группе 7-12 градусов со знаком минус. В Янских -3-10, на северо-западе -4-13 градусов. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила +1. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. А сегодня днем температура воздуха в столице составит 6-8 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня. Но хотелось бы отметить, что погода у нас достаточно необычная в этом году. Да, всегда неожиданная. Да. Не знаю, что пойдет завтра, снег или дождь. Да, и настолько она необычная, что даже сегодняшний блок новостей мы начнем именно с погоды. У нас в студии Сергей Михедов, новостной обозреватель. Сергей, что говорят синоптики по поводу погоды на эту неделю? Коллеги, утро доброе. Доброе утро, Якутия. Синоптики предупредили россиян о дождливой погоде на этой неделе. Что касается нашего региона, то сегодня-завтра возможен дождь со снегом, а реальное потепление ожидается только ближе к воскресенью. Все граждане, прибывающие в Россию после 1 мая, должны будут пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. В постановлении Роспотребнадзора уточняется, что сделать повторный тест необходимо в срок до 5 дней с момента въезда на территорию России. Интервал между первым и вторым исследованием на COVID-19 должен составлять не менее суток. Кроме того, сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус иностранных граждан. Также с 1 мая удаленка для людей старшего возраста становится не обязательной, но рекомендованной. Напомним, что год действовали временные правила об обязательном удаленном режиме работы для людей в возрасте старше 65 лет, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям. Эти ограничения сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом продлили до конца месяца. Теперь принимать решение о переводе пожилых сотрудников на удаленку будут работодатели, исходя из эпидобстановки.
День памяти о Чернобыльской катастрофе сегодня, 8 декабря 2016 года. Генассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о Чернобыльской аварии. В документе отмечается, что ощущаются до сих пор, 3 десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия Чернобыльской катастрофы. Напомним, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В Нерюнгринском районе выбрали главу. Им стал кандидат от «Единой России» Роман Щегельняк. Второй результат у Андрея Дороганя из ЛДПР. В тройке лидеров оказался и Андрей Ликчило, представитель «Справедливой России». Досрочные выборы главы Нерюнгринского района проходили в течение 3 дней. Работали 33 участковых избирательных комиссий. Явка составила около 25%. Участники проекта «Глобальный бизнес», лидеры несырьевых отраслей региона официально презентовали свои проекты главе Якутии Айсену Николаеву, а также министерствам и ведомствам республики. Напомним, проект реализован в целях исполнения плана мероприятий по реализации концепции развития креативной экономики, утвержденного распоряжением правительства. Целью программы является масштабирование деятельности якутских госкомпаний и усиление их рыночных позиций путем ориентации на внешние рынки и повышения их креативной интенсивности. У нас завершающее мероприятие, одного из мероприятий этой концепции, по реализации этой концепции. Проект называется «Глобальный бизнес». Это образовательный проект, где принимали участие 36 человек, сотрудники наших 13 крупных компаний Якутии, в том числе и авиакомпании Якутии, Алмаз-Эргенбанка, хлебокомбината, Сахабулта, Агики, Технического центра телевидения и радиовещания. В течение полугода наши команды разрабатывали маркетинговые стратегии для 6 заказчиков. Все участники были разделены на 6 команд. И вот сегодня как раз у них проходит официальная защита. Сегодня у православных христиан начало Страстной недели. В Великий понедельник церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа из зависти, проданного братьями. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на кресте, смерти и погребению. Церковь в эти дни призывает верующих принять духовное участие в богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний. А в это воскресенье, 2 мая, будет отмечаться Светлое Воскресение Христово, праздник, также известный как Пасха. К этой минуте у меня все. Я передаю слово коллегам. Спасибо, Сергей. Ну а совсем скоро начало дачного сезона, и горожане уже активно сажают рассады, готовятся к посадке цветов. И теперь, внимание, конкурс, вопрос. Чтобы выиграть вот этот замечательный приз, вам нужно ответить на вопрос, какой цветок распускается, точнее меняет свой цвет 4 раза. Итак, мы ждем ваши ответы на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. И вот этот замечательный набор, это у нас цветочные горшочки, которые подвешиваются, выдерживают 7,5 килограмм. В общем, этот приз достанется первому правильно ответившему участнику. Да, думаю, напомню. Отличная находка для садоводов. Да, и напомню вопрос, какой цветок 4 раза меняет свой цвет. Ждем ваши ответы. Принимайте активное участие. Ну а после долгой продолжительной зимы все мы должны прибегнуть к физическим нагрузкам, подготовить свой организм к весне, к лету и вообще подтянуться, да? Предлагаем вам это сделать вместе с нашими фитнес-инструкторами. Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох, вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений, не торопимся, дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и 1, 2, больше скручиваемся, 3, выдох,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу. Максимально растягиваем бицепс бедра. Остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги. Вращение бедра в бок. И раз, 2, 3. Держим равновесие. 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3. Не торопимся. Дыхание ровное. 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Думаю, каждый наш телезритель хоть раз в жизни посещал нотариуса, что-нибудь заверяли, какие-либо документы или доверенности. Ну а если вы планируете сегодня посетить нотариальную контору, то можете смело поздравить своего нотариуса с профессиональным праздником. Ну а с какими еще датами и событиями отмечен день 26 апреля, узнаем далее. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Эту дату установила Организация Объединенных Наций. Также сегодня Международный день интеллектуальной собственности. В России 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Кроме того, 26 апреля – День нотариата и День сметчика в России. По народному календарю, если была звездная ночь, то год будет урожайным. Если атмосферное давление в течение 1-2 дней то возрастает, то падает, клев рыбы ухудшается или прекращается совсем. 26 апреля 1658 года главную башню Московского Кремля переименовали в Спасскую. До этого она называлась Фроловская. 26 апреля 1792 года день рождения революционного гимна «Марсельеза». Окончательно мелодия была утверждена в статусе государственного гимна Франции в 1887 году. В 1986 году в этот день произошла авария на Чернобыльской АЭС. На 4-м энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. 26 апреля 1991 года в СССР принят закон о реабилитации репрессированных народов. В 1997 году в этот день в России учрежден Орден за милосердие и исцеление. Инициатор этой награды – Российское медицинское общество. 26 апреля 121 года родился Марк Аврелий, римский император, философ. В 1575 году в этот день на свет появилась Мария Медичи, королева Франции, мать Людовика XIII. Именины в этот день празднуют Георгий, Дмитрий и Марфа. Доброе утро! А в выходные в городе Мирном прошло еще одно интересное событие. Зрители Мирнинского театра побывали на долгожданной премьере. Знаменитую пьесу «Бомарше. Безумный день» или «Женитьба Фигаро» поставил на мирнинской сцене новый художественный руководитель театра Константин Солдатов. Пьеса «Бомарше» любима зрителям уже 3 столетия благодаря интригующему сюжету, полному неожиданных поворотов и блестящему юмору. Главный герой Фигаро собирается жениться на очаровательной Сюзанне, однако на пути влюбленных возникает немало абсурдных ситуаций, превращающих радостное ожидание свадьбы в по-настоящему безумный день. Главная особенность спектакля в оригинальной подаче, считает режиссер постановки. У меня идея такая появилась, и артисты ее поддержали, это сделать такой сериал театральный. То есть мы сейчас увидим одну из частей про Фигаро, про его приключения, а дальше, если зритель захочет, то мы сделаем вторую часть. Все, что здесь есть в этом спектакле, все наше, режиссерское, актерское, это сочинение вокруг, собственно, этой истории. Главная роль Фигаро досталась Михаилу Сажину.
Он признается, что для многих актеров это роль мечты. Чтобы поставить спектакль, актеры репетировали месяц. Артисты Мирнинского театра отмечают, что очень рады тому, что в репертуаре появилась новая комедия, которая тепло была принята зрителями. Ну, а в Якутске в эти дни немецкие кинематографисты совместно с российскими коллегами представляют проект «Синемобиль» – новое детское и молодежное кино из Германии. О чем этот проект, кто в нем участвует и какие фильмы можно посмотреть в рамках данного проекта, нам сегодня расскажет наш гость. Да, Михаэль Харбауэр, директор Международного фестиваля для детей и юношества «Шлингель», а также переводчик Алина Новикова. Guten Morgen. Guten Morgen, доброе утро. Good morning. Доброе утро. Расскажите о детском кинофестивале «Шлингель», когда и как он появился, кто в нем непосредственно принимает участие. Yeah. Thank you for this invitation for me. It's a pleasure for me to be here and I can present a film festival. It's 25 years old. It means that we starting in 1996 with this festival dedicated really for children and youth. And the town where we founded, it's Chemnitz. I think it's the same size of inhabitants we have between Yakutsk and Chemnitz. We have 250, 260,000. And so, yeah, 25 years ago. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Этот фестиваль начался 25 лет назад, то есть в 1996 году. Он посвящен именно детям и молодежи. И он проходит в городе Кемниц, который примерно похож на Якутск по населению. А каким должно быть, на ваш взгляд, современное кино для детей и юношества? In your И opinion, чему what должно modern cinema учить? for children and teenagers should be like and what should it teach? What children would like to know? Children would like to have an influence from another cultures. They would like to have a wider view than without the pictures in the film. And so they're coming to a film festival to explore something, to see how it could work, to follow some heroes inside films, to take a look, is the behavior maybe in Russia and German different? Same? Often it's the same, but sometimes small pieces are different. And this is interesting for kids to see how it works in a family circle, in a society, and they compare. Они ищут, дети ищут что-то новое всегда. Они хотят найти для себя героев, которым можно подражать, или, допустим, узнать разницу между культурой Германии и России. Действительно ли она похожа или, может быть, есть какие-то различия. Они хотят узнать о том, как действует семья или как работает общество. Они хотят узнать что-то новое. Михаил, но какие фильмы популярны на сегодня в Германии и вообще много ли снимается фильмов для детей? Yeah, we have really a supporting system to make children films, and so we have each year around 5-6 films really dedicated to children. And inside my festival we have 2 different competitions. One international competitions where I invite films from all over the world and I would like to show in my country, and then a German competition. It's almost 15 films every year, and with these films we are going outside of Germany after. And it means this real exchange is not a one-way street. We would like to promote this exchange, and for us it's important that always the films shoot on the eye level of the kids. У нас очень поддерживают кино для детей. Каждый год как минимум 5-6 фильмов выходят на эту тематику. И также на фестивале «Шлингель» проходят 2 соревнования. Это международное, где показываются фильмы из разных стран, и также германские фильмы. И там обычно бывает около 15 фильмов. То есть мы хотим сделать такой обмен международный фильмами, и для нас очень важно, чтобы эти фильмы были понятны детям. Скажите, что вы привезли показать в Якутию, и расскажите о проекте «Синемобиль». Yeah, Cinemobile is founded also some years ago. It was in 2008, and we found out that
We have not only the bigger cities like Moscow or St. Petersburg, kids, they are interesting to watch films for children, also the smaller towns. And so we were moving in the last 10, 14 years around, and we never been in Yakutsk before. And the reason is now that we have a German year inside Russia to present German culture. And together with the Goethe Institute, we are working on it. And so we have a bunch of really awarded and outstanding German films here. And today we screen Tim Thaler. Tim Thaler, it's how I can say, when you know the book like Faust for adults, then Tim Thaler, it's a really outstanding story made for children with the same idea. Don't play too much with the devil. Этот проект начался в 2008 году, и мы посещаем не только такие большие города, как Москва, но и более маленькие. Мы впервые в Якутске. Вообще этот проект проводится в рамках Года Германии в России при поддержке Гёте-института. Сегодня мы показываем фильм «Тим Талер» или «Проданный смех», и это как Фауст Гёте для детей. Та же идея. Ну, вот интересно узнать у Михаэля, знаком ли он с якутским кинематографом, да? И, может быть, если что-то он посмотрел, то заинтересовало ли его что-нибудь? This is a very interesting point for me about I'm here to present German films, and I would like to take films from your region to my country and to introduce your country in my festival. We will have a Russian focus in this year. My festival is always in October, end of October, beginning of November, and so we have still time. And so I would like to get some films, new films from 2020, 2021 of course, could be also 19, to put inside competitions and to show your culture in my festival in Germany. И скажите, да. Слушаем ответ. Кто-то, возможно, не понимает по-английски. Да, это очень интересно для меня. Я приехала сюда показывать фильмы, но также и хотел посмотреть фильмы, чтобы, может быть, представить какие-то из них у себя на фестивале. То есть мы будем фокусироваться на России в этом году и будем принимать фильмы с 2019 года и вот до 2021. Да. Скажите, какое кино вы любите сами и что бы порекомендовали просмотру нам? These films we are selecting from Germany, they are all very interesting and dedicated for kids. Yesterday we showed a film about a really sick kid with cancer, and at the end she died. But the story around how you can make the last days of this kid positive and to enjoy and not only to protect. This is the thing you can tell with films and you can learn for yourself. And this is the main thing, how you can introduce films so that kids or youth people can attract from inside and say, oh wow, this I don't know before and I would like to do the same. Вообще, те фильмы, которые мы показываем на этом фестивале, очень интересные. Например, вчера мы показывали фильм о девочке больной раком, и она проводит свои последние дни, стараясь быть позитивной. И это очень интересно показывать вот такие жизненные ситуации, чтобы детям было интересно узнать что-то новое из них. Ну вот интересно узнать, да, где можно ознакомиться с программой фильмов и где посмотреть, куда Where can you learn about the program of this festival and where can you watch the films? That you know better than me. When the cinemas, I don't know, we got the cinemas all over the city, so every film will be screened in a different cinema, and you know which film will be screened, and so maybe you can say it. Okay. Каждый день проводится в разных кинотеатрах показы. Например, сегодня будет в кинотеатре «Авиатор». Да, вот. Ну, ознакомиться, я думаю, якутянам будет несложно на сайте. Спасибо вам огромное, Михаэль, Алина, за участие в нашей программе. Отличного пребывания в нашей республике. Hope to see you on cinema. Thank you for inviting me.
Ну а наша программа продолжает уже традиционная рубрика «20 лет, Якутия 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла республика за последние 2 десятка лет. В прошлый раз мы говорили о развитии спорта, а теперь предлагаем перейти к теме промышленности. Сокровище якутских недр – основа нашего благосостояния. За последние 10 лет добыча нефти в Якутии увеличилась в 4,5 раза, газа в 2,5 раза, золота почти вдвое, серебра в 27 раз. Активно развивается угольная отрасль. В конце прошлого года в нашей республике открылась крупнейшая в России шахта Инагминская. Прошлый год, несмотря на пандемию коронавируса, стал для Якутии временем рекордов. Добыча золота почти 40 тонн, угля более 20 миллионов тонн. Это самые высокие результаты за всю историю нашего края. Вместе с промышленностью развивается транспортная инфраструктура. Новый газопровод «Сила Сибири» доставляет якутский газ к потребителям в России и за рубежом. А по проложенному рядом нефтепроводу якутская нефть течет к побережью Тихого океана. Ну, а также ожидается, что в этом году, несмотря на продолжающуюся пандемию, промышленность Якутии вырастет минимум на 10%. А это значит, что Якутия получит новые рабочие места, рост поступлений в бюджет, из которого финансируется развитие нашей республики. Но мы, в свою очередь, желаем шахтерам, золотодобытчикам и всем, кто работает в добывающей промышленности, успехов в этом очень нелегком труде. А у нас хорошие новости из Геленджика, а конкретно из сафари-парка, где подрастают известные медвежата Ермак и Арктика Аврора. Жители Геленджика и гости города с нетерпением ждут открытия нового вольера для медвежат, где они смогут посещать парк и наблюдать за питомцами. Им уже исполнилось 4,5 месяца, и о том, какое любимое блюдо и когда их переселять в новый дом, расскажет Полина Долинская. Время в зоопарке летит очень быстро, и медвежатам Ермаку и Арктике Авроре уже 4,5 месяца. Весят они 23 килограмма и каждую неделю уверенно прибавляют минимум по 2. Медвежата кушают за обе щеки. Любят мясо, рыбу, творог, яйца. Малыши обожают сало, и все это запивают молоком. Как раз в это время у них зубки меняются на коренные, и они с удовольствием грызут морковь и яблоки. Малыши хоть и подросли, но все еще нуждаются в постоянном присмотре со стороны сотрудников зоопарка. Игровую зону они посещают самостоятельно, но на прогулки выходят только со своими приемными мамами. Малыши готовятся к поселению в своем собственном вольере в комплексе Белого медведя, куда регулярно ходят на прогулку. Убедившись, что медвежата себя комфортно чувствуют на новом месте жительства и уверенно плавают в бассейне, они уже окончательно переедут на новое место жительства в новый вольер, где посетители зоопарка смогут наблюдать за ними каждый день. Жители Геленджика ждут с нетерпением открытия нового вольера, чтобы посмотреть на белых и пушистых комочков. Ведь они растут так быстро, и совсем скоро малыши превратятся в больших и солидных медведей. Же такие, да? Абсолютно согласен, даже не верится, что потом они вырастают таких больших, очень серьезных зверей. Хищников. Ну, друзья, мы сейчас прервемся на небольшой блок рекламы, и далее у нас будет также много интересного. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Вы смотрите «Утро Якутии». Екатерина Винокурова, Руслан Ачиров. Работаем с вами. Напоминаю, что на наш WhatsApp номер мы сегодня не только принимаем ответы на наш вопрос конкурсный, а также приходят и поздравления. Любимого внука Колесова Мирона поздравляем с 3-летием, днем рождения. Будь здоровым, сильным, умным, добрым, смелым, крепко целуем из таты бабушка и дедушка.
Отличное поздравление. Мы присоединяемся. С днем рождения тебя, Мирон. Ну а далее передаем слово нашему новостному обозревателю Сергею Михедову. Якутия, доброе утро. Ветераны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде рассказали, что средства получат более 33 тысяч россиян, которые принимали непосредственное участие в войне и в настоящее время проживают в России и Прибалтике. Ветеранам выплатят деньги вместе с пенсиями. Дополнительная ежемесячная выплата к пенсии предусмотрена и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. Ее размер пересчитывается 4 раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре. В Пенсионном фонде пояснили, что размер выплаты зависит от отношения суммы взносов по дополнительным тарифам, а также от пений и штрафов, поступивших в бюджет ПФР в предыдущем квартале. Таким образом, при ежеквартальной корректировке размер доплаты может как увеличиваться, так и уменьшаться. Доплаты устанавливаются в индивидуальном для каждого получателя размере с учетом среднемесячного заработка и продолжительности специального стажа. Оформить налоговый вычет станет проще. НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам можно будет оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. В Федеральной налоговой службе пояснили, что новая услуга будет доступна с 21 мая. Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. Сегодня АСН Николаев ответит на вопросы жителей Якутии. Прямая линия с главой региона начнется в 19:00 по якутскому времени. Трансляция будет доступна на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и радио Тытим, а также на канале Россия-24. АСН Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Задать свой вопрос можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону 31 01 11. Вопросы также принимаются заранее. Контакты сейчас на ваших экранах. Строительство спортивных объектов в Бердигистяхе идет полным ходом. Их возводят к 21-м играм Манчары, на которые съедутся лучшие спортсмены со всех уголков республики. Рабочая делегация Министерства спорта и Центра национальных видов спорта имени Василия Манчара ознакомилась с условиями предстоящей работы судейского корпуса. Для обслуживания соревнований будут привлечены 246 судей, в числе которых есть арбитры международного класса и судьи всероссийской категории. Окончательно определено место соревнований по таким видам спорта, как настольные игры «Хабылык», «Хамуска» и стрельба из традиционного лука. Также завершено строительство конюшни. На данный момент будут проводиться работы по реконструкции скаковой дорожки. Стали известны имена участников игр Дыгына. 3 победителей отборочных соревнований выступят на играх этим летом. В инстаграме издания «Спорт Якутии» опубликованы итоги второго дня соревнований. Первое место занял Дмитрий Петров из Вилюйского улуса, второе место Никита Новгородов из Усть-Алданского района. Третье место у Айсена Елисеева из Якутска. Накануне многоборцы соревновались в 4 дисциплинах. Это стрельба из лука, бег на 400 метров, борьба хапсагай и переноска камня. У нас будет судейская коллегия в составе 14 человек, которые будут работать непосредственно вот на этом ипподроме. Как видите, трибуны уже готовы, судейская готова, конюшня тоже готова. Потом мы приедем сюда еще раз, когда уже снег сойдет. Внимательно посмотрим дорожку, чтобы там были хорошие повороты, стартовую машину. Ну и вообще условия, потому что сейчас снег, пройти мы во многие места не можем, ну и дорожку не видим пока. Надеемся на хорошую работу плодотворную. У нас скачки будут проходить в прямом эфире. Опыт у нас проведения уже есть с прошлого года. Мы неоднократно выходили в прямом эфире НВК Саха. У нас все идет поминутно, без всяких опозданий, с хорошими комментаторами. И в прошлом году все зрители были очень довольны. К этому часу это все новости. Увидимся чуть позже.
Спасибо, Сергей. Друзья, то, что нам подготовил гороскоп в начале этой рабочей недели, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. Овен, на этой неделе возрастет ваша азартность и стремление к переменам. Многие захотят пуститься в авантюры и эксперименты. Будет многое удаваться, поэтому вместе с успехами в карьере и бизнесе вы можете быть удачливыми в азартных играх и в биржевых спекуляциях. Телец. Многие из вас будут готовы к переменам. Например, захотите изменить имидж, стиль, купить новые вещи, заняться фигурой, а также сменить окружающую обстановку. Хороший период для новых творческих идей и раскрытия внутреннего потенциала. Близнецы. Возможны некоторые финансовые сложности, поэтому вам надо быть более аккуратными в плане затрат, а также не рисковать своими деньгами. Энергетический потенциал ослабнет, поэтому стоит бережнее относиться к своему здоровью и больше отдыхать. Рак. В это время не исключены серьезные трансформации в работе, поскольку могут ломаться прошлые стереотипы, неперспективные идеи и проекты. Важно не упустить свои удачные шансы и вовремя влиться в этот процесс. Лев. На первом месте в вашей жизни сейчас профессиональная деятельность и завершение старых проектов. Нужно сосредоточить внимание на работе и поддерживать ровные взаимоотношения с руководством и коллегами. Дева. Возрастет жизненная активность, а также деловые и творческие энергии. Вы сможете получить финансовую поддержку, дотации для реализации своих проектов, а также наследство или крупные выигрыши. Весы. Удача неожиданно может свалиться на вас. Если будете держать в руках большие денежные суммы, то можете из-за этого потерять голову. Вам надо просчитать все риски, чтобы потом не потерять гораздо больше. Скорпион. Появится возможность решить прошлые материальные или имущественные проблемы и укрепить свой материальный фундамент. Уровень жизненной энергии восстановится, хотя в близком окружении возможны трудности из-за непонимания и столкновения интересов. Стрелец. В этот период надо отказаться от азартных игр и от участия в сомнительных проектах, которые могут принести немало проблем. Уровень жизнестойкости ослабеет, поэтому сейчас хорошее время для отдыха, путешествий и смены обстановки. Козерог. Надо осторожнее раздавать обещания, особенно под влиянием эмоций и сиюминутного настроения. Не стоит пытаться произвести впечатление на своих партнеров. Рискуете не рассчитать силы и средства и оказаться в неприятной ситуации. Водолей. В это время будете весьма удачливы, поэтому возможны выигрыши, неожиданные выгодные предложения и повышение по службе. Интересный и плодотворный период. Рыбы. Начнет возрастать жизненный потенциал, появятся новые предложения, знакомства, короткие поездки, а также интересная информация. Активизируется интеллектуальный потенциал, поэтому образовательная и научная деятельность также будут весьма успешными. Катя, представляешь, 74 миллиона Не представляю. рублей. 74 миллиона рублей за 3 месяца якутяне отдали кибермошенникам. Причем это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом среди жертв преобладают отнюдь не пожилые люди, но люди трудоспособного возраста и молодежь. Как же обезопасить себя в интернете и не стать жертвой злоумышленников, расскажем вам далее. Назовите самый крупный в мире интернет-магазин. Озон. Правильно. Участники квест-игры отвечают на вопросы уверенно и по большей части правильно. Ведь современные подростки почти все активные пользователи интернета. Ну и они могут стать жертвой кибермошенников. Когда мы проводили занятия, школьники отметили, что они также становились жертвами мошенников. Одна девочка поделилась, что она сделала покупку через ВКонтакте, а на следующий день эта страница просто исчезла. И вот она отметила, что если бы она знала обо всех этих сайтах, через которые можно проверить подлинность других вот таких сайтов, то она, наверное, бы не попала на удочку вот этих мошенников. Именно для таких школьников создан просветительский проект «Киберволонтеры». При поддержке гранта Росмолодежи уже несколько месяцев активно работает при столичном дворце детства. Мне понравилась подача именно самого проекта, как тут выступали. Волонтеры моего возраста очень доступно объяснили, как защититься от вирусов, от реклам и от мошенников. Уже 24 киберволонтера обучились в рамках проекта и сейчас помогают своим сверстникам постигать азы кибербезопасности. Занимаясь этим делом, я в течение уже года, скажем так,
И мне это очень нравится, потому что я приношу людям информацию, и нужную информацию. Многие люди не знают об опасности интернета, о всех его темных сторонах, и поэтому их нужно просвещать, как и младших, так и старших. Помимо просветительской работы, киберволонтеры следят в сети за фейками, а также мошенническими действиями на различных сайтах. Мы рассказываем о том, как правильно создавать пароли надежные, о том, как не проходить по таким сайтам. Мы показываем, какие сайты являются безопасными, а какие являются ложными. В планах проекта расширить и количество волонтеров, и тех, кого нужно обезопасить. Если нужно, волонтеры готовы работать и в онлайн-формате. И сейчас наши волонтеры, они хотят провести такую же работу среди младших классов. И для наших бабушек и дедушек, так как они сейчас являются вот той самой категорией людей, которые часто попадаются на уловки мошенников. Количество киберпреступлений, к сожалению, растет, а значит, такие ребята и их помощь будут востребованы. Да, также призываем телезрителей быть бдительными и не попадаться на уловки, проверять всю информацию. И напомню, за 3 месяца 74 миллиона рублей только якутяне отдали кибермошенникам. Ну а у нас, друзья, все по-честному. У нас находится здесь замечательный подарок от Профимаркета. Поступило уже более 20 ответов на наш вопрос. Буквально через несколько минут мы объявим победителя. Ну а хотелось бы далее продолжить нашей следующей рубрикой, которая поможет вам, если вы работаете в офисе. Известно, что работа в офисе вызывает стресс. Психологи отмечают, чтобы рабочий день прошел продуктивнее, нужно этот рабочий процесс лучше организовать. Да, подборку полезных офисных лайфхаков мы предлагаем вам посмотреть прямо сейчас. Работа в офисе может казаться скучной и не самой уютной, но лайфхаки смогут помочь вам облегчить и разнообразить офисную рутину. Неудобно перепечатывать? Используйте вешалку. Если напитки остывают слишком быстро, поставьте кружку рядом с ноутбуком. Так ваши напитки останутся горячими гораздо дольше. Грязная клавиатура не дает покоя? Вам помогут обыкновенные стикеры. Просто проведите липкой стороной между клавишами. Не стоит паниковать и расстраиваться, если у вас закончились скобы. Возьмите резак и сделайте 2 надреза и согните угол листков. Работая сидя, мы быстро устаем. Уделите хотя бы 5 минут мини-зарядке. Усталость быстро пройдет, а продуктивность станет выше. Эти лайфхаки не дадут вам скучать в офисе. Успешной работы и удачного дня! Ну а полезные советы очень даже хорошо упрощают нашу с вами жизнь. Иногда полезно услышать разъяснение по тому или иному поводу. Ну а в нашей следующей рубрике «Советы юриста» мы поговорим об отпуске с последующим увольнением. Доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим о предоставлении отпуска с последующим увольнением. Хочу отметить, что таких вопросов возникает очень много. Поэтому мы с вами сегодня постараемся сказать о том, как предоставляется отпуск с последующим увольнением. Статья 127 Трудового кодекса Российской Федерации говорит о том, что по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска ему могут быть предоставлены с последующим увольнением, за исключением увольнения за виновные действия. При этом обратите внимание, что редакция этой статьи говорит о том, что отпуск с последующим увольнением – это право работодателя, а не его обязанность. То есть в данном случае отпуск с последующим увольнением будет предоставляться по соглашению сторон. Причем важно знать в этом случае, что при предоставлении отпуска с последующим увольнением днем увольнения считается последний день отпуска. Но, однако, все расчеты с работником – это выдача трудовой книжки, это выдача всех документов, которые необходимы работнику, выдача расчета. Все производится до ухода
в отпуск. Фактически трудовые отношения прекращаются с даты начала отпуска. Именно поэтому в соответствии с частью 4 статьи 127 работник, которому предоставлен отпуск по следующим увольнениям по собственному желанию, он уже не вправе отозвать свое заявление об увольнении после начала отпуска, даже если это только самое начало, то есть первый день отпуска. Еще одна особенность, что за время болезни, в период отпуска с последующим увольнением, работник получает пособие по временной нетрудоспособности. Но в отличие от общих правил, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, отпуск с последующим увольнением на число дней нетрудоспособности не продляется. Изъявив желание получить отпуск с последующим увольнением, работник тем самым изъявил желание и прекратить трудовые отношения с работодателем, если это увольнение по собственному желанию, или он согласился с правомерностью прекращения трудовых отношений при увольнении по другим основаниям. Поэтому с момента начала отпуска работодатель уже не несет никаких обязательств перед работником, который получил отпуск по следующим увольнениям. В части продления ежегодного оплачиваемого отпуска предусмотрено частью 1 статьи 124 Трудового кодекса. Ну что, сейчас подошло время для подведения итогов нашего конкурса. Напомню, что мы разыгрываем вот этот замечательный подарок от магазина Profi Market, где помимо строительных инструментов вы также можете приобрести огромное количество различных девайсов для сада и огорода. Итак, победителем у нас тот, кто самый первый правильный ответ прислал. Это абонент, последние 4 цифры 920. Ответ следующий, да, у нас был вопрос, какой цветок 4 раза меняет свой цвет? Ответ правильный – медуница. Вначале цветок распускается розовым, через несколько дней становится пурпурным, потом фиолетовым, а когда цветает, цветок синеет. Да, удивительное растение. Ну а чтобы посадить и медуницу, и другие цветы, конечно же, это только украсит дачный, приусадебный участок. В рубрике «Сад и огород» мы расскажем вам сегодня, как посадить петунии. Здравствуйте, мои садоводы-огородники. Солнышко ярче и ярче. Мы уже все практически посадили. Конец апреля. Вот сейчас как раз уже я вам расскажу про то, как ведут себя петунии и как сделать так, что когда они у вас переросли, чтобы вам сделать с 1-2 много. Гранулками мы посадили, тут я вот посадила 5 штук. С них зашло 4 штуки. Затем мы берем, да, и вот так вот аккуратненько пересаживаем, смотрите. Я разделяю таблеточку, не бойтесь, они маленькие, хиленькие. Разделяю таблеточку, да, и сажаю снова в новую таблетку, но уже одну. И уже в полную таблеточку, а не в половинку, как я вам показывала. Вот, чтобы она росла, можно посадить в любой стаканчик. Это называется уже пикировка. Мы ее пересадили, она у нас продолжает расти, да. Потом, смотрите, я ее сажаю уже вот в такие отдельные стаканчики. Она у нас подросла. Далее петунька еще больше подросла. И уже для того, чтобы она была кустистая, красивая, аккуратная, чтобы было много очень цветов, мы ее должны обрезать. Вот смотрите, не бойтесь. Вот как она отросла, 4-й, 5-й листочек, и вы петунийку прямо обрезаете. Смотрите, она буквально через 2 недельки даст вот боковые побеги. 1 череночек, 2 череночка, все, и она у нас будет пушистая, много-много цветов. А эти корешочки мы не выбрасываем. Смотрите, обрезаем все листики лишние, чтобы она не брала питание. Затем беру вот этот вот маленький череночек, макаю в корневинчик. Вот, макнула в корневинчик, смотрите, и у нас вот они таблеточки, да, смотрите. Раз, с корневинчиком, и воткнули сюда в таблеточку. Тут есть вот прямо дырочка. Хорошо обжали.
Вот и все. И посмотрите, вас с одной-двух петуний, я всегда говорю, только берите новые разновидности, которые вас интересуют. А остальные петуники можно бесконечно черенковать. Буквально через 2 недели эти пустят красивые корни, будет уже много-много корней, побегов. Вы с них уже буквально пройдет немного времени и снова возьмете новые череночки посаженные. Вы должны обязательно подписать, что вы это начеренковали, сделать этикеточку и закрыть. Вот, видите как. И у вас будут вот такие вот новые петуники. Петуники, кстати, эти все с прошлого года. Я оставила всего 2 черенка разных, и вот с них уже начеренковала очень много. Сажайте, и пусть у вас все цветет, пусть радует глаза, пусть гости удивляются, как вы всему научились. Всего самого доброго. В Театре оперы и балета приступили к подготовке необычной премьеры. Новизна не только в формате спектакля, это музыкальная драма, но также в содержании. Спектакль будет рассказывать о жизни в Инстаграм, ее блеске, но в то же время иллюзорности виртуального мира. Также расскажет об этом языком Да, сегодня искусства. у нас в гостях хореограф-постановщик спектакля «Калейдоскоп иллюзий» Гульжан Туткибаева. Гульжан, доброе утро, очень рада видеть вас. Вот обращение к современной теме и к такому, да, формату, вот что это означает, попытка ли это привлечь молодого, нового зрителя? Ну да, вы совершенно правы. Ну, во-первых, идея спектакля принадлежит, конечно, вот именно Сергею Сергеевичу Юнгансу, это режиссеру этого спектакля, художественному руководителю театра. И он привлек меня в качестве хореографа-постановщика, чтобы осуществить действительно эту идею. Как вы правильно сказали, этот спектакль, как я понимаю, конечно, для того, чтобы привлечь прежде всего зрителя. Ну, то, что у него, наверное, там новый формат или новое какое-то направление, это все, я думаю, что все это сделано для того, чтобы осуществить именно, показать идею этого спектакля. Самое главное, что он современен, он очень актуален. Это, можно сказать, про жизнь вот сейчас. И не только современной молодежи, но, наверное, всего общества. И вот действительно о каких-то ценностях, у каждого свои ценности, но хочется сказать этим, наверное, спектаклем о каких-то человеческих ценностях, потому что они, мы понимаем, что они непреложны и они истинны. Вы вот уже отметили, да, что работаете в паре с Алексеем Расторгуевым. Расскажите, как вот вы распределили роли, кто за что отвечает? Ну, я еще об этом не сказала, это подразумевается. Вот так как спектакль называется «Калейдоскоп иллюзий», то он и предполагает, и возможен это действительно вариант. В другом спектакле, наверное, это было бы сложно, но так как здесь предполагается различная хореография, вот если говорить даже по сюжету спектакля, наша героиня, у нее свой иллюзорный мир, фантастический, разный, она хочет поразить своих пользователей какими-то интересными постами, и чтобы это было все очень необычно, по-разному, и поэтому вот в этом смысле наверное, 2 хореографа разных должно соответствовать идее этого спектакля. И в данном случае я отвечаю больше за такую классическую хореографию, может быть, чуть-чуть синтетическую. А вот хореограф Алексей Расторгуев, он полностью там современная хореография. Конечно, все должно быть в едином ключе, но это уже будет связывать действительно режиссеры, и те задачи, которые ставятся перед нами, мы стараемся их выполнить. А как вы оцениваете потенциал якутских артистов? Допустим, и вообще, как вам работается на якутской сцене? Ну, я хочу сказать, что с теми артистами, с которыми я вот работала, мне очень понравилось. Они очень открыты, они талантливые. Очень важно, когда они хотят брать что-то новое,
даже если этот спектакль экспериментальный, пробовать себя. То есть они очень творческие и очень хорошо подготовлены, потому что все то, что дается им, там лексика классического танца, и даже я немного увидела то, что они делают из современной хореографии, они на данный момент, по крайней мере, со всем этим справляются. И чисто человечески. То есть действительно такая настоящая творческая атмосфера. Мне очень понравилось работать. И я думаю, что все должно получиться, если есть вот такой настрой и такой действительно творческий Конечно, очень хочется узнать, когда ожидать премьеры, да? Премьеры спектакля, и чего бы вы пожелали нашему зрителю? Ну, насколько я знаю, премьера состоится 21 мая. Я хотела бы пожелать действительно якутскому зрителю, чтобы он всю ту идею, которая заложена в этом спектакле, чтобы он все это понял, чтобы ему очень понравилось. И я хочу сказать, что очень важно, что в этом спектакле артисты смогут показать свою разноплановость. Так как вот за артистов балета я отвечаю, переживаю. Я думаю, что они смогут это показать, на что они способны. Они способны очень на многое. Я думаю, что этот спектакль должен получиться красочным, разнообразным и очень необычным. И я хотела бы, чтобы зритель получил очень много ярких впечатлений и, конечно, бы прониклись именно вот этой идеей этого спектакля. Гульжан, спасибо вам огромное, что посетили нашу студию. Желаем вам, конечно, продуктивной, интересной работы вместе с нашим театром. Отличного вам дня сегодня. Спасибо. Чего желаем и вам, наши дорогие телезрители. Увидимся завтра. До новых встреч.